Здесь Борис Гажаныш. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить об уникальном человеке, писателе, общественном деятеле Иване Тихоновиче Дядюкове. Иван Тихонович Дядюков – уникальнейший писатель, яркий представитель первого отряда удмуртских писателей, национальной интеллигенции, выходцев из деревни удмуртской. Родился 11 сентября 1896 года в деревне Бабино, по-удмуртски Ожмос, нынешнего Завялского района Удмуртской республики. Я был в этой деревне Ожмос, я спрашивал и собирал какие-то воспоминания о Иване Дядюкове. Некоторые говорят, что он из самого бедного слоя крестьянства был, как их называли, галак-выжил. Некоторые говорят, что у них был достаток. Но все же получить образование ему в детстве не удалось. Пришлось ему идти, как и Алексею Максимовичу Горькому, в люди. В люди его направление было в сторону Сарапула, и он работал сначала у богатых односельчан батрачил, а потом работал в Сарапуле на колбасной фабрике. Позднее Иван Тихонович вспоминал эту работу. Без никакого отдыха, каждый день работали по 14, по 16 часов. Тело будто избитое, ночью ныло и болело. Перед глазами плавали сине-зеленые круги. Так зарабатывал маленький удмуртский мальчик свою первую копеечку и, конечно же, помогал родителям в деревне. А в 16 году его призвали в царскую армию, и он сразу же попадает на германский фронт. Он служил в составе рядового, некоторые говорили, что и унтер-офицером был, но мы будем придерживаться того взгляда, что он был, наверное, все же воинскую науку он хорошо понял, принял, изучил ее до такой степени, что в 1918 году уже по его возвращению из Германского фронта он буквально через некоторое время становится добровольцем Красной армии и занимает должность командира пулеметного расчета в Чапаевской дивизии. То есть наш Иван Тихонович Дядюков встречался с Василием Ивановичем Чапаевым, другими, наверное, военачальниками. То есть судьба его привела в самое такое пекло и своего времени, и человеческих отношений. Война, она есть война. Иван Тихонович был молод, и пулеметчик, говорят, он был очень неплохой. И в связи с этими событиями ему так и не удалось получить как такого нормального, как говорим, хотя бы первой ступени или что-нибудь другое образования. Но читать, писать он умел, он любил это дело. И уже возвратившись по демобилизации домой в 2020 году, он оказался в Сарапульской совпартшколе. Здесь, на ускоренных курсах, он уже получает какое-то образование. Я думаю, что не только какое-то, а ведь в образовании как получается? И учитель, и ученик должны идти друг к другу большими шагами. А Иван Тихонович Дядюков к образованию стремился всеми порами своей души. А потом, именно в это время уже Иван Дядюков начинает писать и печататься в газете «Гудыри», удмуртской газете «Гудыри» «Гром». И первое его стихотворение было названо такое символическое «Заводе», то есть на завод. И с этого времени, 20-х годов, прямо до войны, возьмем еще период после войны чуть-чуть, имя Ивана Тихоновича Дядюкова практически не сходит с полос прессы Удмуртии. Нас в первую очередь интересует, конечно же, литературное творчество
Иван Тихонович Дядюков. Иван Тихонович Дядюков писал очень много. Писал быстро, элегантно. И все, как говорится, под партийную свою сурдиночку, если можно так сказать. Практически в каждом произведении последние строки у него были посвящены идейным таким призывам. Вот. Сегодня литературоведение, конечно, не берет в абсолюте литературное творчество Ивана Тихоновича Дядюкова. У него было и стихи, и проза были очень неравны. Но представляете, каждый человек, каждый писатель в особенности пишет и другую книгу своей жизни. Книгу своей жизни именно своими поступками, вехами своей биографии. А у Ивана Тихоновича Дядюкова биография была интересная. Вот. Значит, несколько десятилетий до Второй мировой, мы ее говорим «Отечественная война», почти в каждой газете, журналах печатался Иван Тихонович Дядюков. Например, где-то корова отделилась 2 теленками в пригородном где-то колхозе или промартели, сельскохозяйственной артели. Он тут же писал стихотворение. И на реке, значит, Иж, в деревне Болтач, там поставили гидроэлектростанцию. Он тут же писал стихотворение. Вот. А ввиду того, что в каждом номере почти шло у него стихотворение такое программное и вот злободневное, как мы сейчас говорим, у него было очень много псевдонимов. Но некоторые, например, Иван Кудо, вот, по-удмуртски Иван Сват, Вандо, буквально зарежу, Востер, смирный, Акташ Бугор, вот, комок, злость какой-то, самый Со, тот самый. И самый вот смешной еще Тумбарамбия поэт, такой звучный, непереводимый. И даже Пу-поэт, деревянный поэт. Вот. Еще целый сон других имен, не менее крутых. И вот он, значит, все эти годы пишет. Вот представляете, сегодня тоже вот эти, мы говорим, поэты пишут на макаронической речи, на удмуртск, перемешивают удмуртский, русский язык, английский, вот такие выкрики, лозунги. Знаете, когда я смотрю вот современную молодежь, пытающаяся завладеть вниманием своих молодых авторов, особенностей, связанных с интернетом, я вспоминаю, а ведь Иван Тихонович Дядюков был круче их. Вот, у него какие-то слова выскакивали, какие-то вот лозунги. И звук, а вот стихотворение я хочу вам показать, его программные. Вот. Мону кыртяс кисяс капылыш, калыкез, молот нагеры бордын, уже сес кырдялы. Мону кылиш кытунна улонун аллеш, ялан, щерас клетек, а вы что? И дословный перевод. Я не буду петь о народе в цветах, я буду петь о работающих с молотом и плугом. Я не отстаю от сегодняшнего дня, всегда буду шагать с ним в ногу. Вот такое стихотворение. Вот. Надо бы еще и перевести его хорошо. Но тут его переводили, и иногда и неплохо переводили, но есть разные переводы Ивана Тихоновича Дядюкова. Вот. Иван Тихонович Дядюков, когда я при своих поездках в деревню Бабино, кстати, деревня Бабино – это родная деревня одного из выдающихся бардов, артистов нашей республики Геннадия Бекманова, это к слову. Вот, еще других. Рядом из Сапарова у нас есть поэт, бард тоже, Николай Мерзляков, удивительные, прекрасные мастера. Вот, и на Бабинской земле они должны были появиться, потому что сеял до них разумное, доброе и вечное Иван Тихонович Дядюков. И бабинские мужики вспоминают, он говорит, очень любил Иван Тихонович приезжать в богатой одежде в деревню. А что деревня тогда была?
подслеповатые избушки. Самые большие, это, наверное, 5 на 6 метров. А 6 на 6 метров это уж совсем большие дома. Вот. Время меняется. Деревянные такие, тесом, а кое-где и соломой крытые. И вот он, говорит, поражал своих земляков тем, что разом мог съесть селянку из 10 яиц. И местные крестьяне смотрели, да, это только человек богатый может так, 10 яиц сразу. Вот. Ну еще и рассказывали бабинские мужики о том, что был Иван Тихонович человек бесстрашный. Даже на фотографии у него такое львиная грива, и вот это волосы зачесаны назад, вот такой. Это перед нами был, так сказать, самый, что у меня есть, выдвиженец, человек из деревни, национальный кадр, бывший командир пулеметного расчета Чапаевской дивизии. Между прочим, его участие в гражданской войне именно у Чапаева открыло все практически двери властей. Впоследствии ему, говорят, он к начальникам редко просился, а просто сам приходил и открывал двери, неважно какого уровня они. Вот, ну, так сказать, Чапаевец, герой гражданской войны, известный поэт. Ну, наверное, так и надо было ему. А может и многим. И рассказывают, однажды в Бабино по весне, что ли, за межи где-то началась драка. Ну, в деревне иногда бывают такие там. Ну, то землю не поделять, то тут неправильно, то тут. И что-то там мужики начали мутузить друг друга. А в это время Иван Тихонович Дядюков гостил в деревне. Ему сказали, что идет драка на лугу. Он тут же вскочил на коня какого-то, нашел на улице, поскакал туда без седла, говорит, туда прибежал, коня отпустил, спрыгнул. И что он сделал? Там такая свалка, говорит, идет, друг друга молотят там этими жердями, чем попало. Мужики в свалке у нас всегда были крепкие, пригородные удмурты, они народ бойкий, быстрый. И вот, значит, что сделал Иван Тихонович Дядюков? Он вынул из кармана блокнот и начал всех записывать. Так, я вас буду писать в газету. Вот такой-то фамилия, вот такой-то. Он бегает между ними. И буквально в течение 10 минут народа никого уже на лугу не было. Он один все, так сказать, разрулил обстановку. Такие воспоминания об Иване Тихоновиче Дядюкове. В литературу, конечно же, первым делом вспоминается по сей день. Иван Тихонович Дядюков вошел своими стихами, направленными на прославление новой жизни, коммунистической новой, и своей повестью «Пашка Петор». В 1925 году повесть «Пашка Петор» вышла. Вот, знаете, как удивительно эта повесть начинается. Я никак не могу до конца восхититься ритмом. Вот, Пашка Петор. Ну, Пашка, значит, отец был, а Петор сам человек. Да? Федор Павлович. Кенеше уля десятник, кожис Пашка Педорлен, корка палас. Вужна печи коркален, наличник тем упно и наказ. Шак-шак, диганет яс. Кенеше под Педор. И сразу вспоминается тут, десятник будет Пашку Педора и зовет его на собрание. Утром вот бьет, и окно у него без наличника, пишет. Значит, человек бедный такой. Вот ритм, хороший ритм. Но очень интересный у него, у нас главный герой Пашка Петр все время, он обижен, все время его обижают. Он все время ноет, что делать, вот как мы тяжело жили. Видно, хотелось Иван Тихонович Дядюкову сгустить краски, конечно, и вызвать слезу читателей, негодование. Я думаю, что это ему удалось в те времена. Ну а сейчас например, мне это очень интересно с точки зрения языка смотреть. Язык хороший, вкусный, сочный,
еще тот, не как нынешний. А из его стихотворений, конечно же, у него было очень неровное творчество. Известный русский поэт Удмуртии Владимир Семакин перевел стихотворение Ивана Дядюкова «Мой путь». Ну, это я хочу вам показать. Сквозь леса, где гроза бушевала, да прямую дорога вела к той высокой черте перевала, где мне слышался клёкот орла. Солнце вдруг ослепило глаза мне, и уже на свету, не во мгле, я поднялся на серые камни, чтоб запеть о свободной земле. Предо мной расстилалось раздолье, не знавшее горя и слез. Расстилалось бескрайнее поле, чтоб спахал мой родимый колхоз. Я отборную сеял пшеницу, а страду ее жал и вязал. Золотые, как перья жар птицы, я на вилах снопы поднимал. Поднимал я до самого неба задушевную песню свою. В этой песне и золоте хлеба я богатство свое познаю. Ей-богу, хорошее стихотворение. И перевод Владимира Семакина очень хороший. В 30-е годы, когда начались репрессии, Иван Тихонович Дядюков как-то чуть-чуть отошел от литературного процесса, внутренней мастерской литературного процесса Удмуртии. И в 1927 году ему определили инвалидность, в 1927 году. Он же на 2 фронтах воевал и много был ран. Работал потом в Центропечати, в облпредкоме, в издательстве от книги, облторготдел, вот такие аббревиатуры были. Несколько лет на заводе, в 1934-1936 годах даже колхозом руководил. А потом работал научным сотрудником в дни, после войны переходит полностью на профессиональную писательскую работу. И вот что интересно, Иван Тихонович Дядюков, при всей неравности его творчества, он шел своей дорогой. Вот в 30-е годы, сейчас много документов открывается, ведь много писателей писало и друг на друга, а Иван Тихонович Дядюков ни на кого не писал. Он шел своей дорогой, и знаете, вот я смотрю, читаю его произведения, конечно, нужен большой литературоведческий интерес, чтобы это все прочитать, но для того, чтобы вернуть вот этот сок, ощущение Завяловского, скажем прямо так, удмуртского произношения, удмуртской завяловской речи, я люблю читать Ивана Тихоновича Дядюкова как «Возвращение домой». Вот. А после войны Иван Тихонович Дядюков работал, печатал свои произведения. Много про него, откровенно говоря, было и анекдотов в литературной среде, были легенды, предания о нем. Мне кажется, что Иван Тихонович любил и сам подогревать интерес народа к самому себе. Автор большого цикла стихотворений, посвященных развитию нового общества, именно коммунистического. Он был с головы до ног коммунистом, если можно так выразиться, Иван Тихонович Дядюков. А также повести, его рассказы, очень интересные рассказы он нам оставил. Он оставил то, что считал нужным. И это вызывает совершенно понятное наше уважение. В 1955 году Ивана Тихоновича Дядюкова не стало. И вот так не стало в удмуртской литературе своего, так сказать, рубахи парня. Да не то, что рубахи парня, а рубаки на литературных фронтах. Такого рубаку, который своим оружием никогда не вставал против своих коллег. И это уже достойно уважения.